Шумбрат, продолжаем разговоры о макшанском. В макшанском языке есть безобъектное и объектное спряжение. С безобъектным все понятно. Это привычные нам формы настоящего, будущего времени или прошедшего. Например, молян, молят, моли. Объектное спряжение используется, когда есть и субъект, и объект. Кроме этого, объект должен быть обязательно суффиксом родительного падежа «тя» или «ня». Мон, моран, мора. Безобъектное спряжение. Мон, мораса, морать. Объектное спряжение. Очень много суффиксов объектного спряжения, и они выбираются, исходя из субъекта и объекта. Например, я его возьму. Суффикс «са», сявса. Я тебя возьму. Суффикс «те», сявте. Я вас возьму. Сявтядязи. Формы объектного спряжения есть и для настоящего будущего времени, и для прошедшего, и почти для всех 7 наклонений в макшанском языке. Объектное спряжение – это интересное явление, которое есть из всех финно-угорских языков, только в мордовских и в венгерском.